Это шалаш, в котором ютится житель Чиназа Виктор Савкин. Рядом со своим шалашом он обустроил кров для бездомных собак. А это его кухня. Здесь он готовит себе еду, когда удается найти продукты. Самодельный шалаш – единственное богатство Виктора, а собаки – его единственные друзья. Шалаш Виктора находится на территории местного христианского кладбища в Махалле Абихайот. Тетя, дядька, это дед, прадед, то есть он тот дядька, это дед, это бабушка, это прабабушка, это няня и это отец. Виктору 53 года, он не женат, детей у него тоже нет. 5 лет назад он жил в собственном доме на улице Ухту-Чуляр, Махалле Абихайот Чиназского района. Виктор, по своей природе очень простой и скромный, впал в депрессию после смерти матери и бабушки. По словам председателя Махалле Калмана Аты, умелые мошенники, воспользовавшись положением Виктора, обманным путем продали его дом. Они снесли его дом и продали другим людям. Бывший председатель Махалли, вступив в сговор с родной сестрой Виктора, продали его дом чужим людям. Те, в свою очередь, продали дом другим людям, чтобы скрыть свое преступление. В результате бедный Виктор остался без жилья. Виктор смирился со своей участью и не стал обращаться с жалобами ни в какие инстанции. Я не понял, потому что как это? Оставшись на улице, Виктор решил построить себе жилище на кладбище, где похоронены его родители. Он вырыл себе землянку на окраине кладбища и стал там жить. Я председатель Махаллинского комитета. А наша обязанность, и президент говорит, и государство говорит, что люди жили как люди. И любое условие создать. А ты живешь в 21 веке. Это землянка Виктора, которую он построил 2 года назад. А это сегодняшнее состояние землянки. Здесь кровать стояла, здесь стол стоял. Здесь табурет. Здесь печка была. После того, как 2 года назад Калман Эргашев написал в местной прессе статью о проблеме Виктора Савкина, чиназские чиновники, постыдившись того, что их житель живет на кладбище, снесли землянку Виктора. После местные чиновники отправили Виктора жить к одному из дальних родственников. Спустя немного времени родственник прогнал Виктора на улицу, и мужчина снова вернулся жить на кладбище. Вот его вещи, здесь он спит. Посмотрите, внутри лежат его вещи, его одежда. У него нет другого места для ночлега. Он заходит сюда и живет. Вот его печка, которую он топит. И все происходит в 21 веке. Неравнодушные люди помогают Виктору продуктами. Он и сам подрабатывает, занимаясь благоустройством территории кладбища. После окончания школы Виктор учился в техническом колледже в казахстанском городе Балхаш. После окончания колледжа он работал на различных работах. По словам мужчины, во время продажи дома со всеми его вещами сгорели и все его документы. Виктору обновили паспорт, но на работу его никуда не брали, так как он не смог восстановить свою трудовую книжку. По словам сотрудника чиназской администрации, пожелавшего остаться неизвестным, в настоящее время местные власти решают вопрос о выделении жилья малообеспеченным семьям. Однако значится ли фамилия Виктора Савкина в этом списке или нет, чиновник не стал говорить. Спустя 2 недели после встречи с Виктором Савкиным, корреспондент Азадлика решил снова навестить его. Мужчина рассказал, что на сей раз ему разрешили временно пользоваться помещением, построенного для охранников кладбища. Но из-за сырости в помещении Виктор Савкин продолжает жить в своем шалаше.